Уровень газификации в республике почти 79%. Общий объем запланированных инвестиций группы «Газпром» на эти цели был намечен на период 21 по 25 года в размере 1 миллиарда 250 миллионов рублей. Такие цифры озвучил заместитель гендиректора по реализации и транспортировке газа «Газпром Межрегионгаз» Юрий Пахомовский. Он добавил, что программа газификации и догазификации полностью обеспечена также людскими и материальными ресурсами. Проблем по части финансирования нет, что, по его словам, являются заслугой Ингушетии, которая предоставила спецнадбавку в размере 12%. Мы еще раз говорим, что есть нерешенные проблемы. С Тимуром Наилевичем обсуждали тоже предварительно по некоторым нашим объектам, которые требуют реконструкции, либо перевооружения, либо строительства объекты высокой стороны, которые необходимо со стороны «Газпрома» сделать. На эти цели выделена тоже достаточно большая сумма, 158 миллионов рублей. И идет успешно газификация. Могу сказать, что сегодня республика на хорошем счету, и те показатели, которые мы сегодня имеем, они вселяют нам уверенность, что в те сроки, которые мы наметили, общий вопрос исполнения плана графика до газификации, мы его исполним. У нас 972 заявки приняты, из которых отклонено, по-моему, 88 всего, 89 заявок, это всего 9%. Заключены договоры на 954 домовладения, 770 договоров мы уже исполнили. И в соответствии с планом графиком в 2023 году мы должны подключить, газифицировать 339 домовладений. Это говорит о том, что мы к территории земельного участка, к забору подведем газ, который уже наши с вами граждане должны дальше подготовить свои домовладения для того, чтобы этот газ мог дойти уже до плиты, до котла, и они успешно им пользоваться. Могу сказать, что полностью обеспечена программа газификации, догазификации и людскими и материальными ресурсами. Никаких проблем нет финансирования. И это тоже в том числе заслуга республики, которая предоставила нам 12% спецнадбавку, которая тоже позволила хоть небольшие деньги, но саккумулировать вот на эти цели. Больше, наверное, мы и не требуем, Махмуд Алим Шарипович, потому что считаем, что здесь нет такого объема промышленного производства, чтобы можно было ее там увеличивать и какие-то деньги на эти цели расходовать, в том числе со стороны потребителей, которые используют газ для промышленности. Махмуд Али Калиматов, в свою очередь, обратил внимание присутствующих на трагедиях, связанных с газом, поскольку в октябре уже начинается отопительный сезон. Глава Ингушетии также отметил необходимость выяснить, сколько было незаконных подключений к системе газоснабжения с последующим причинением вреда здоровью жителям или приведшей к смертельному исходу. Руководитель субъекта добавил, что необходимо дать указания подведомственным учреждениям, чтобы они проводили проверки в школах, детских садах, больницах, а также в мечетях. 2-3 года, 4 года назад это был караул. Да. Мы просто-напросто при любых сложных ситуациях с бюджетом, значит, была задача поставлена в первую очередь, и, кстати, и по свету у нас процент около 100%. Энергетика, да. Поэтому мы эти две вещи, что зависит от правительства, которое там не было и 20, и 30, и 50 не было, мы этот вопрос решили. Понимаете, у нас говорить, что люди вот у нас не хотят, да хотят, с людьми надо говорить. С людьми надо говорить, не письма им писать. Это вы все, там начальников много, смс-ки приходят, там раздражительные. Взяли одну улицу, вторую, слушай, за год всю республику обойдете. Ну, я имею в виду проблемные, их же у нас не 100%-то. У нас же большая часть добросовестных. Добросовестных. Где-то сказать, спасибо, вот такие вот село, значит, они вот платят, похвалите их. Людям надо и спасибо сказать. Правильно. Что вы хорошие люди. Вот село такое, я не слышал, чтобы сказать, вот в селе молодцы, вот там вот живут такие хорошие люди, молодцы. Но здесь вот люди тоже стараются, а там вот нам надо разобраться. Им надо просто говорить с ними нужно. У нас еще там бесхоз есть через муниципалитеты, они предварительную работу могут вести. Алгоритм выработайте. И за председателем правительства или кто нужен, соберите совещание, раздайте им прямо под роспись предварительно, значит, пусть они потихонечку начинают работать. Потому что газовое хозяйство, это, во-первых, это источник повышенной опасности, это электроэнергия, понятно, там провод упадет, видишь, а здесь-то пока не надышишься и не поймешь, а потом вообще не поймешь ничего. Поэтому это серьезная ситуация. Надо им говорить, чтобы они предварительно это уже делали, брали. Значит, отопительный сезон начинается.
значит, использование газа увеличивается, в смысле для отопления, предложить Межрегионгазу провести проверки всех. И тогда у него будет немножко и наша помощь, сколько у нас было незаконного подключения, а это все, ведь это потери. В завершении совещания глава Ингушетии отметил, что важно качественно выполнять свою работу на местах, поскольку это напрямую связано с условиями жизни людей. Муслим Ганиев, Хусен Гагиев, Рахман Цуров. Новости 24.